Магаз – один из немногих городов мира, специально основанных как столица республики, и заложен он был на том же самом месте, где в 1238 году была разрушена столица древнего аланского народа монголо-татарским иго. 23 февраля 1994 года на будущей территории Магаса перед началом возведения города заложили капсулу с историческим формуляром. С этого и начинается новая история столицы, которой сегодня исполнилось 30 лет. Я уверен, что и наша столица такая будет чистая, и всеми любимая, и всем доступная, и всем доброжелательная. За эти годы Магас изменился до неузнаваемости. Наряду с административными зданиями и социально значимыми объектами на территории города начали возводить жилые многоквартирные дома. Он стал одним из самых современных, удобных и технологических городов Северного Кавказа, где созданы все удобства для местных горожан и гостей. Словом, Магас стал городом с высоким уровнем качества жизни, а серьезную роль в повышении этого качества сыграла программа «Комфортная городская среда». На территории Магаса около 15 общественных территорий, построенных, скажем так, в рамках разных проектов. Некоторые из них спонсировали физические лица, оказывали там помощь городу. Некоторые реализованы в рамках проектов «Комфортная городская среда». В частности, вот в районе набережной у нас запланирован парк на территории чуть более 3,5 гектаров. Благодаря благоустроенным зонам столица Ингушетии стала уютным и чистым городом с уникальными достопримечательностями. Центром притяжения и интереса гостей является башня Согласия со смотровой площадкой и самым высоким этномузеем. Построенная по подобию ингушской боевой башни, она олицетворяет единение ингушей и является достоянием всего народа. А встречают гостей города огромные аланские ворота, которые охраняют Магас. А стройная горянка с национальными лепешками в руках приветствует всех, кто заезжает в столицу в лучших традициях ингушского гостеприимства. Магас — современный город. Здесь можно встретить очень много технологических решений. Умные остановки, лавочки, информационные стенды, велодорожки, стоянки для самокатов и очень много источников освещения. Налажена и дорожная система. В целях безопасности и удобства для пешеходов предусмотрены умные дорожные переходы. На территории столицы продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные автомобильные дороги». 2 дороги в этом году тоже будут сделаны, отремонтированы. Это у нас дорога по улице Чахкиева и по проспекту Базоркина. Это 2 основные дороги, на которые жители обращали внимание, хотели, чтобы они были у нас получше. И вот, соответственно, эти дороги попали в наш проект «Безопасные дороги». Они в этом году будут отремонтированы. Город растет с каждым годом, а вместе с тем и численность населения и объемы потребления коммунальных услуг. Так, в 2019 году в Магасе дополнительно были обустроены 8 артезианских скважин. Ранее в городе для обеспечения жителей водой использовались лишь 4 скважины, выдающие 2000 кубов в сутки. Сейчас эта цифра увеличилась в 3 раза. Объем подаваемой воды власти решили увеличить на перспективу в связи с высоким темпом роста демографии столицы. У нас в республике создан ГУП «Единый региональный оператор» по водоснабжению. Эти проблемы известны. Меры по предупреждению вот этих последствий с нехваткой воды ими, скажем так, проводятся. Работы по предотвращению вот этой ситуации с перспективой на количество увеличения жителей города. Еще в 2019 году город насчитывал 7 тысяч жителей. Сегодня эта цифра перевалила за отметку в 16 тысяч зарегистрированных и 22 фактически проживающих. Вместе с ростом населения вырос и дефицит посадочных мест в образовательных учреждениях, который быстрыми темпами устраняется. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было построено 2 школы. В рамках нацпроекта «Демография» было построено 2 садика. У нас сейчас сдается на набережной 1 школа. Ежегодно здесь появляются новые социальные объекты, благоустраиваются улицы, создаются места для проведения досуга. Магас заманивает и предпринимателей, став перспективным для инвестиций. А благодаря договоренности главы региона Махмуда Али Калиматова с меценатом Микаилом Гуцериевым, он станет еще и генератором новых технологических решений. Инвестиционный климат в городе Магас у нас благоприятный. В частности, за последний год в город пришло много инвесторов, в том числе один из ярких примеров это у нас на площади Алания перед башней Согласия у нас проводятся работы по реконструкции, то есть инвесторам была выкуплена эта территория,
И сейчас там уже будут современные рестораны, место проведения досуга, будет облагорожена территория, парковочные места будут сделаны. Также в город пришла, скажем так, IT-индустрия. Все это благодаря Махмуду Али Макшиевичу Калиматову и Михаилу Саварбековичу Гуцериеву. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за интерес к городу, за то, что они делают все необходимое для того, чтобы привлечь в город бизнес. Магаз не стоит на месте и продолжает с таким же успехом развиваться. В планах у администрации города обустроить еще больше территорий для досуга жителей. Нами планируется обновить полностью лавочки в наших скверах, в парках, на тротуарах, установить дополнительные урны, цветочные клумбы у нас. Зеленхоз планирует в этом году охватить максимально возможную площадь. Также планируется зеленые насаждения в городе высадить. Помимо этого у нас, я уже повторюсь, уже на стадии завершения находится уже парк городской. Помимо этого у нас вот рядом с телевидением нашим национальным планируется построить парк, посвященный столетию ингушской государственности, на котором будут отражены, скажем так, в виде инсталляций, в виде памятников 5 периодов истории Ингушетии. Жители Магаса поздравляют родной город с юбилеем. Столица, воздвигнутая за короткий срок, стала гордостью ингушского народа, символом рассвета и утверждения государственности. Конечно, хочется пожелать всем жителям Магаса, чтобы мы относились к этому городу так, как мы относились бы к своему дому, к своему двору, к своему селу. Потому что мы мечтали об этом, мы долго шли к этому, чтобы создать свою республику. Создали республику. Теперь у нас есть своя столица, есть все символы государственности, которые сопутствуют этому. И от души хочется пожелать телесного здоровья всем жителям Магаса, всем жителям республики и душевной безмятежности. Будьте здоровы и счастливы. Удачи всем на нашем пути строительства государственности Республики Ингушетия. Я от всей души поздравляю жителей нашей столицы, а также всей нашей республики с наступившим 30-летним юбилеем. Это для нас очень знаменательная дата, хотя, несмотря на 30-летие, наша столица имеет древнюю историю. Я от всей души хочу пожелать всем жителям столицы, всем жителям нашей республики дальнейшего процветания нашей столицы, успеха всем, здоровья, благополучия и дальнейшего и прогрессивного развития. Поздравляю с юбилеем город Магас. Желаю счастья, здоровья, благополучия всем жителям столицы республики. Продолжайте и дальше беречь свой город и ухаживать за ним, как за своим домом. С каждым годом здесь увеличивается количество объектов, многоквартирных домов, школ и детских садов. Со временем город Солнца приобретает другие черты. Ну а совсем скоро столица пополнится еще одной достопримечательностью – соборной мечетью, рассчитанной на 8 тысяч прихожан. Она станет сердцем Магаса. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Али Зязиков, Магас 24.